Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Давайте по традиции проверим, как звук, как изображение. Ханас Фишер, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Ханас Фишер. Машволь. Так, привет, Макс, привет. Ва алейкум салам, Ясир. Скажите, как звук, скажите, как, изображение я вижу нормально, звук скажите мне, как звук. Отлично, все отлично, good. Так, все отлично. Еще раз рад всех приветствовать. Сегодня 20 марта 2020 года, город Гамбург, Аслан Арцуев. Давайте начнем сегодняшний. Сегодня будет очень много информации, разной информации будет. И, конечно же, мы поговорим о основных проблемах, о конце Российской империи, о коронавирусе, о вирусе, который захлестнул всю Европу и весь мир. Ну и обсудим другие насущие проблемы, которые накопились у нас за эту неделю, с понедельника. На чеченском языке на том канале мы обсуждали некоторые проблемы. Сегодня мы обсудим и те, которые обсуждали тогда, и в среду, и другие проблемы обсудим. Так, давайте знакомиться, здороваться. Жора Майер, ассаламу алейкум, алейкум салам, Жора Майер. Приветики, говорит, звук отличный, Елена Орлова. Привет, Елена. Так, Керимов Аслан, алейкум салам. Рональд Рейган, алейкум салам. Ламбергу, алейкум салам. Дик Хез Дик Гобу, Асанчкери, Дал Бухаста. Как найти, алейкум салам. Добрый вечер, Михаил Барсук. Владимир Рабинович, Рашка, гудбай. Шалом, Владимир. Дух свободы, ассаламу алейкум, я даже забыл про пятницу. Алейкум салам. Алейкум салам. Асколе, салам из Казахстана. Берс Беркович, ассаламу алейкум, брат. Алейкум салам. Аслан Керимов, Карфаген должен быть разрушен, говорит. Ичкерия Аслан тоже говорит, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Карфаген, это громко сказано, Карфаген был тот, который оборонялся от Рима, но должен быть разрушен. Российская империя должна пасть. А падет она очень сильно. И вы увидите, с каким грохотом. И, конечно, это будет не самое приятное зрелище, из которых мы когда-либо видели. Но начнется реально голод, протесты, беспорядки, волна преступности и волна заболеваний, разных эпидемий, против которых Россия выстоять не сможет. И в данном случае вот против коронавируса в том числе. Выстоят только те, кто вот сам выздоровеет, как в средние века. Никакой медицинской помощи как таковой оказать будут не в силу. Они сперва отрицали, что нет никакого коронавируса, что это какие-то фейковые вбросы американцев. Потом они начали говорить, что американцы это в Китае забросили этот вирус. Ну и потом они пришли к тому, что вот все-таки есть
проблема такая, как коронавирус, и они будут с ним бороться. И, конечно, об этом тоже нужно поговорить, потому что тут в Германии, то, что я наблюдаю, это беспрецедентные просто меры, которые принимаются. Я не помню, ну, никогда не видел, не читал такого подобного, да, происходившего в прошлом даже веке, не говоря уже в этом веке. Такого никто из нас не наблюдал. Вот, это очень серьезно. И, конечно же, никакой паники не должно быть. Да? Мы, особенно верующие люди, мы прекрасно знаем, что ничего, то, что нам сделало, больше того, что нам суждено быть, там, предписано Богом, не произойдет с нами. Никакой паники, конечно, не будет. Но мы должны всячески постараться свести к минимуму потери, которые могут произойти в связи с этой эпидемией. Так, давайте немного почитаю ваши вопросы, ваши приветствия. Всех я еще раз приветствую. А так, потом я хотел бы рассказать кое-какие интересные вещи. И очень, которые вам, я думаю, тоже понравятся, как и мне. Так, всем ассалам алейкум, Ясир. Так, модеры, где модеры? Ясир ищет модеров. Модеры, видимо, на карантине. Горец, Аслан, ты сам себе не надоел? Ты даже не ты не поверишь, даже очень нет. СР-71, витаю, друг, витаю, СР. Ибрагим Алхан, ассаламу алейкум, ассалам. Маша призывает всему миру сплотиться против вируса и отказаться от взаимопретензий, снять санкции с России. Маша Захарова, наверное, да? Конечно, надо сплотиться. Алейкум салам, Ибрагим. Просто когда я читаю эти новости, я долго ждал этого. Я, можно сказать, 25 лет ждал этого. С 94 года я ждал этого дня. 26 лет уже я это жду. И вы не представляете, 25. Где-то с января, с 95-го, может, я это жду. Ну что делать? Надо прощать. Они же все поняли. Они раскаялись, они все поняли, и надо объединиться вокруг Путина и простить. Мало ли что, ну вот по пьяни, как бывает, да, убьют там, побьют, ну было, прости, ну извини, ну я пьяный был, ну ничего не помню. Так что, Рашка, гудбай. Так, пойдемте дальше. Елена Орлова, как найти нет? Так, это не мне, Ясир Чеченец. Коронавирус уйдет, когда Путин уйдет. Да. Салам из Баку, говорит Боскурт Каплан. Салам, Баку, приветствую, Боскурт. Макс Беркович, кто пойдет на референдум в апреле, тот быдло конченый. Ну, пойдут, не пойдут, запишут ведь, правильно? Так что вот так вот. Ну, давайте пока остановимся вот на этой приятной ноте. Я бы вам хотел показать интервью для затравки, для начала, да. Я бы вам хотел показать интервью Ахмеда Закаева. Точнее, 1 минуту 50 секунд из интервью Ахмеда Закаева каналу ПИК. Помните, такой грузинский был канал, который очень сильно нам помог. И это был такой глоток для меня лично, да, свежего воздуха, свободного, честного воздуха, который появился в Грузии. К сожалению, этот канал закрыли, к сожалению, выстоять против России не смогли, отстоять вот эту команду ПИКа, но есть вот видео, где Ахмед Закаев 1 минуту 50 секунд говорит, вырезка такая, на канале ВВ этот канал называется. Ну, это значит, вот такой ВВ. Фау-фау. Ну, давайте я сейчас включу это видео. Посмотрите, что говорит Ахмед Закаев. И потом я еще одно видео покажу с ним. И обсудим тогда. Хорошо? Сейчас тогда мы переключим вам экран.
внимание. Как известно, Владимир Владимирович возвращается президентом Российской Федерации еще на 12 лет. Вот ваши ощущения? На минутку, это речь, запись этого происходит, видимо, когда Путин уже после Медведева на первый свой срок возвращается, 6-летний, который он уже отбыл. Ну, грубо говоря, это получается 2012 год. Так, Катя, начнем с того, что Внимание. Путин никуда не уходил. И никуда уйти он не может. Он просто не может никуда уйти. За ним военные преступления, совершенные в Чечне, массовые убийства, совершенные на территории России. Это взрывы домов, Волгодонск, Буйнакск, Москва. Это Норд-Ост, отравление газом. Это Беслан, расстрел детей. То есть до тех пор, пока совершались эти теракты, это давало Путину возможность закручивать, как они выражаются, гайки. Да? Знаете, то, что сегодня происходит в России, это не что иное, это просто отголоски того, что произошло в Чечне. За эту войну, в принципе, за эти обе войны 250 тысяч гражданского населения убито. Более 40 тысяч детей. 20 тысяч пропавших без вести. Более 300 тысяч, которые были вынуждены покинуть Чечню. То есть все, что можно. И это все делалось, как Сталин в свое время, под бурные аплодисменты трудящихся. Все с чеченцами делалось. Большинством российское общество это поддерживало. Страшное в Путине не сам Путин. Путине страшное, что он был востребован этим обществом. И это общество его и сделало тем, кем он стал. Здесь можно просто не комментировать, но вы видели, Ахмед Закаев вот точка в точку определил ситуацию, которая происходит. И на самом деле дело даже не в Путине, тем более оно не в Кадырове это дело. Дело в русском народе. И мы знаем этот русский народ, мы очень хорошо знаем, в отличие от их, даже их эксперты, да, не знают так хорошо, как знаем мы их. Да? Ну, если не говорить там чеченоговорящие эксперты, которые из нас вышли, да, и сейчас служат им, да, в этом плане. Ну, эти эксперты чеченоговорящие, они так на подтанцовках, они все равно главные роли не играют, потому что это идеологическая уже сторона, на которую захваченные туземцы не могут подняться на уровень, что они будут какими-то консультантами, ну, какими-то там идеологическими управленцами. Да, консультантами они могут быть. На этом как бы их роли заканчиваются. За это им позволяется ездить на Мерседесах, за это им позволяется купить дом, несмотря на их 2 класса образования и так далее. Но на этом мы, конечно, не будем дальше зацикливаться. И хотелось бы одновременно сказать еще одно видео вам показать. Продолжая слова Ахмеда Закаева. Нам постоянно спрашивают, сейчас Ахмед Закаев назвал цифру 250 тысяч убитых и 40 тысяч детей. Это около 300 тысяч. И именно такая цифра, около 300 тысяч, 42-45 тысяч по разным оценкам детей погибло за 2 русско-чеченские войны. И не только чеченцев. В эти 300 тысяч входят все граждане Чеченской Республики Ичкерия, все жители Чеченской Республики Ичкерия, которые находились на тот период в нашей стране и были убиты русскими оккупантами. И среди них есть наши русские, которые ни в коем случае, при всем, как бы я ни называл там, русистами и так далее, если они признают себя гражданами нашей страны, они имеют полноценные права, как и я, и как любой из нас. И они имели такое же право на жизнь, как имели другие чеченцы право на жизнь. Да, целенаправленно убивался чеченский народ. Это был геноцид чеченского народа. Но во время этого геноцида погибло огромное количество нечеченцев.
В том числе люди, которые даже, может быть, были против нашей независимости, жители нашей страны, как сейчас есть в Украине люди. И я знал таких людей, русских соседей, которые хотели, чтобы быстрее русские танки пришли и навели порядок. И это все было. Но, несмотря на это наши граждане, и погибло 300 тысяч человек. И нам часто задают вопрос. Я ранее слышал, что Кадыров, гауляйтер, русский генерал гауляйтер, установленный над оккупированной Чеченской республикой Ичкерия, Россией, установленный Кадыров, говорил, что речь о 300 тысячах погибших наших граждан. И мы часто цитируем Кадырова, когда он говорит глупости, но тут он на сборище родственников псковских десантников, псковских оккупантов, убийц, которые пришли на нашу родину с оружием в руках, которые были уничтожены нашей армией, нашими вооруженными силами, регулярными, нерегулярными, были эти люди уничтожены, и вот они установили этим людям памятник на этом месте, где наши воины славные, воины добра уничтожили вот этих пришлых оккупантов, интервентов. И там на очередном, он уже несколько раз уже там был на этом памятнике, туда каждый год собираются паломничества от этих родственников, вспоминают своих родственников погибших. И там Кадыров Рамзан говорит именно эту цифру, 300 тысяч. Я специально вырезал этот момент и хотел бы вам сказать, это говорит, заметьте, да, он чеченец по национальности, возможно, чеченоговорящий, мы это точно знаем, но этот человек является генералом, русским генералом, других у них генералов нет с их слов, и этот человек является гауляйтером, да, это человек, управляющий нашей страной, да, как когда-то нацистская Германия, гитлеровская Германия устанавливала своих гауляйтеров, точно так же русские фашисты установили нам своего гауляйтера. И вот сейчас давайте посмотрим. Это вам будет для того, чтобы вы знали, когда вам кто-то говорит, что нет, у вас не 300 тысяч погибло. А извините, человек очень осведомленный в этих событиях, непосредственно бывший в гуще событий, генерал, губернатор, да, по их классификации, Рамзан Кадыров, нам рассказывает, что 300 тысяч погибло. Вот, давайте минуточку внимания. В военной кампании у нас в республике погибло около 300 тысяч мирных жителей. Дети, старики, женщины. Вот. И некоторые наши граждане даже не понимают, и некоторые даже обвиняют в том, что случилось в Чеченской республике, обвиняют наш народ. На самом деле нам это не нужно было. На самом деле это нам не нужно было говорить, и говорит цифра 300 тысяч. Я этот ролик потом отдельно выложу, он у меня загружен на канал, я открою доступ ссылки, и чтобы любой желающий мог этим роликом воспользоваться и показать любым фомам неверующим, что у нас не столько погибло. Это, говорит, официальное лицо, много лет возглавляющее их, как бы они говорят, регион, официально человек в звании генерала вот дает такую информацию. Не верить оснований, вот в данном случае, когда совпадают цифры с нашими цифрами, у нас оснований для этого нет. И за эти 300 тысяч убитых граждан Чеченской республики Ичкерия наравне с другими убитыми гражданами в Грузии, Украине, внутри России русских, которых, и не только русских, которые он убил, этой банде придется отвечать. И наша задача сделать так, чтобы как можно быстрее произошел вот этот процесс по расследованию и привлечению к ответственности вот этих мерзавцев. Так, давайте сейчас перейдем к вашим вопросам, почитаем вас, а потом посмотрим. Я вам еще покажу кое-какие видео. Так, к нам вернулся Unsocial-S. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и делитесь видео. Будьте любезны, очень внимательно обратите внимание на соблюдение конфиденциальности.
и соблюдение принципов нашего сообщества. Так, давайте дальше. Хамзат Кило, Аслан, знаешь Андрей Луганский, канал в Ютубе? Тюн стримич, дикхидер, я за ним наблюдал, нормальный человек, через него украинчик, ахаам, баиш, хидер. Хамзат, я знаком с Андреем, ну, имеется в виду, я тоже его знаю, как и все. Найти с ним контакт не проблема, у меня до этого даже был его, по-моему, телефон, или я ему даже писал. Ну, я состою в группе украинцев, украинских блогеров, я себя причисляю к этим людям, украинским блогерам, и у нас очень хорошие отношения, практически со всеми блогерами, у нас есть свои группа, в которой мы состоим, как в разных мессенджерах у нас есть группы, в том числе там в Фейсбуке и в Скайпе и так далее. Поэтому, в принципе, все, что нужно, мы доносим. Все, что нужно, мы одна, в принципе, команда. Если что мне нужно, я обращаюсь к ним. Что им нужно, они могут обратиться всегда ко мне. И мы всегда поддерживаем. У нас будем дальше работать в этом направлении. Василий Нельман. Ассаламу алейкум, Асан. Приветствую вас. Желаю здоровья и творческих успехов. Не так страшны злодеи всех мастей и времен, а страшны те, на кого злодей опирается. Не было бы опоры, не стало бы и зла. Ва алейкум салам, Василий Нельман. Спасибо большое, я полностью с вами согласен. Полностью. Именно так дела и обстоят, как вы описываете. Опираются вот на этих людей. Не было бы их, вот это зло, оно в принципе, мы знаем это зло поименно, и его не так много. Лунный свет, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так, Путина в Гаагу, говорит Пауль Отто. Джахар Абад, город Грозный, говорит Боскурт Каплан. Так, Нохчи Босс, тех, кто работал на немцев, называли антиполицаями. Так, Мила Йович, ненавижу ботексную крысу из всех крыс в крысином царстве. Мила Йович, вы не одна. Так, Ясер Чеченец, кто знает Андрея Полтаву? Все знают Андрея Полтаву. Лунный свет, салам алейкум. Так, Чечен Ньюс. Путин знает, что его ждет Гаага, поэтому ноги дрожат у него. Да, абсолютно верно, Чечен Ньюс. Путин ожидает своей участи. Так, Бюстик Хильмасера Леди говорит. Дал юзель хайвер Бюстик Леди. Так, пойдемте дальше. Наполеон Бонапарт с Андреем Полтавой надо стрим сделать. Ну вот, напишите Андрею, если он согласится, я готов. И с Луганским, и с ним. Так, как найти? Адам Грузинский. Я верю, просто так, это не мне. Михаил Барсук. Украина за мир. Слава Украине и победить нам всем этот вирус. Героям слава. Да, дай Бог, победим. Да, весь Бог забивает, включайте лайк. Так, давайте дальше. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Боскурт Каплан. Если Кавказ объединится, то Рашка сядет на колени. Он никак встать не может с колена. Так, ну ладно. Давайте тогда я вам расскажу одну другую новость тогда. Пока мы начали, сколько мы сейчас уже говорим, 24 минуты. Но у нас еще много будет о чем поговорить, поэтому можно поторопить. Еще у меня много вам роликов надо показать. Короче говоря, ситуация следующая. Давайте поговорим про коронавирус. Да, давайте. Сейчас я вам тогда выставлю ролик, который показали на Deutsche Welle. Это немецкая волна, немецкий канал, русскоязычный. И тут выступала Ангела Меркель. Она обратилась к нации, немецкой нации.
Между прочим, и украинцам, и чеченцам было бы очень полезно посмотреть, как немцы призывают к объединению, да, чего не хватает чеченцам, чего не хватает украинцам, чего не хватает и грузинам. Нам всегда не хватает единства, и в этом наша самая большая проблема. Было бы единство, мы в этом состоянии уже не находились бы. Даже, может быть, и не попали бы в это состояние. Но это тоже просто, обратите внимание. Но самое главное здесь, конечно, то, что о ситуации, сложившейся с этим вирусом. Это тоже ролик, чуть меньше 2 минут. Давайте его посмотрим и потом потихонечку обсудим и связанные и с коронавирусом, и с сопутствующим вот этой эпидемии вопросы обсудим. Так, послушайте внимательно. Берлина пустеет с каждым днем. Прохожих все меньше, заболевших все больше. Накануне вечером была обнародована шокирующая статистика. Число инфицированных в городе за один день подскочило более чем на треть. Среди местных жителей усиливается нервозность. С сегодняшнего дня берлинская полиция открыла круглосуточный кризисный штаб. За последние сутки я лично был свидетелем 3 конфликтов между незнакомыми людьми, вызванных тем, что кому-то показалось, что к нему подошли ближе, чем на 1,5 метра. В то же время серьезность ситуации осознают далеко не все. Вчера мэр Берлина в крайне резкой форме высказался по поводу поведения отдельных горожан. Он назвал массовую скупку продовольствия буквально асоциальной и призвал всех осознать, наконец, насколько все серьезно. Однако о введении жесткого карантина в столице Германии речи пока не идет. Немецкие власти делают ставку на сознательность граждан, а не на официальные запреты с привлечением полиции, как во Франции или в Испании. Канцлер Германии Ангела Меркель накануне впервые за время своего правления выступила с чрезвычайным обращением к согражданам. Это серьезно. Отнеситесь и вы к этому серьезно. С момента воссоединения Германии, нет, со времен Второй мировой, наша страна не стояла перед подобным вызовом, где настолько важны были бы наши общие солидарные действия. Она также призвала всех осознать серьезность положения, однако не объявила о введении дополнительных ограничений прав и свобод. Тем временем столица готовится к дальнейшим ограничениям. Со следующей недели в Берлине закрывается 4 трамвайных маршрута, поезда метро будут ходить лишь каждые 10 минут, а автобусы еще реже. Вот вы слышали, какая ситуация у нас тут в Германии складывается. Закрыто все, работа остановлена во всех сферах, практически во всех сферах. Работают магазины, продукты есть, все, в принципе, никакой паники не наблюдается. Но как законопослушные люди, и нам, чеченцам, и всем другим, тоже постсоветским, нужно поучиться этому, как становиться законопослушными и солидарными, да, в любой беде, в любой сложной ситуации. И это очень-очень важно. И в связи с этим хотелось бы напомнить один момент, который произошел в Чеченской Республике. Мы, чеченцы, хоть и молчим, да, по большей части, да, в Чечне, которая находится, и мы знаем, чего нам стоит говорить правду. Поэтому чеченцы молчат. Остальные делают вид, что как будто они не помнят вот этого геноцида, который мы пережили, и той оккупации, жесткой оккупации, которая вот сейчас установлена, тот этот режим, который Путин и Россия нам установила. И русский народ, как вы слышали, Ахмед Закаев, то, что говорил, это под бурные овации русского народа все это происходило, и я этому свидетель. Я каждый день это наблюдал. Я могу свидетельствовать именно, что русский народ поддерживал этот геноцид. Всеми просто способами, начиная там от школ, детских садов, там, заканчивая там, самыми большими там, организациями, институтами и так далее. Так вот, сейчас вот ситуация с этим коронавирусом такая острая, и в России замалчивают эту ситуацию. Но мы, чеченцы, хоть и не говорим открыто, что мы выступаем против, да, когда тебя убивают за слова, то ты иногда предпочитаешь молчать. Не только тебя, но и всех родственников. И это надо каждый раз напоминать. Против нас ведется сучья война русским народом, русской властью, русской армией и русскими спецслужбами.
И никто другой с нами не воюет. Никто. Ни евреи, ни инопланетяне, ни американцы, ни турки, ни китайцы. С нами не воюют. С нами воюет русский народ, русская армия, русские спецслужбы. Так вот, чеченцы, которые не верят, опять возвращаемся к тем, что чеченцы абсолютно не верят русской власти, оккупационной власти, хоть и молчат. Чеченцы ринулись, часть чеченцев ринулись закупаться на оптовом рынке, или я не знаю по какой причине, рядом с границей Дагестана, может, которые живут, ринулись закупать товары, продукты. И это очень важно, да, в это время. Конечно же, нужно это делать спокойно, без суеты, без паники и так далее. Ну вот ринулись, и много людей приехало в Дагестан. Кстати, еще в Чечню нельзя завозить продукты, и нужно покупать только вот эти гауляйтерские, да, вот этих путинских русских ставленников, их продукты, их куры, их там картошку, помидоры и так далее, их теплицы у них там свои есть. Нужно покупать у них. Это втридорого покупать у них приходится. Другое завозить нельзя, конкуренция задушена. Да? Монополия полностью кадыровской вот этой власти русскими отдана ему, вот, наверное, и он установил нам там полную монополию. И вот чеченцы покупали продукты в Дагестане. И есть такой один мерзавец, фамилия его Мирзаев, да, очень характерная говорящая фамилия. И вот этот Мирзаев на чеченском языке говорит, я постараюсь переводить для своих не чеченоговорящих зрителей, подписчиков. И вот этот бывший муфти, чтобы понимали, муфти это главный поп, да, в Думе он наставляется, у мусульман он называется муфти, но это главный поп. И он не обязательно должен быть знаток ислама, он должен исполнять роль Дума, духовное управление мусульман, созданное еще при Сталине в 1947, по-моему, году, в 1944 начато создавать и в 1947 создано. Вот этот поп, его по какой-то причине он там, по-моему, там своровал деньги, ну как обычно, у них только денежный интерес там присутствует. Скорее всего, речь была о краже денег на своем посту или не поделился. Но это не суть важно, он был выкинут как пес Кадыровый. И на его место поставлен сейчас Салах Межиев, которого называют среди чеченцев Салахом Лубянским. Так вот, вот этот Мирзоев, Султан, его, по-моему, зовут, Султан Мирзоев, рассказал, как он увидел в Дагестане эту картину. Я сейчас покажу это видео, как он говорит, да, оно несколько минут, оно на чеченском языке, я буду его комментировать. Чтобы было понятно, как он нас ненавидит. Ну, конечно, я все вам не буду переводить, но я постараюсь так основные части перевести. Кстати, я хотел отметить, никаких претензий там, к дагестанцам у меня нет и быть в принципе не может, но этот чеченец не является, этот муфти не является чеченцем. И ничего плохого или хорошего в этом нет, это факт просто. И у нас огромное количество живет дагестанцев, которые, можно сказать, обчеченились, и они абсолютно с нами, наши граждане, и такие же люди, как мы, они, мусульмане, они никак, ничем не хуже, не лучше нас. Но такие люди у нас живут. Кроме дагестанцев, огромное количество у нас живет. И нагайцы есть, и кумыки, и аварцы, лезгины. Много у нас народов есть, и мы всем рады, всех уважаем. Есть дагестанцы, которые в 1944 году, когда выселяли нас, депортировали, убивали, то есть под видом депортации. Были дагестанцы, которые назывались чеченцами. У нас есть в одном населенном пункте Катарюш, живут чеченцы, дагестанцы, которые назывались чеченцами и сказали, мы с этим народом вместе живем, и мы будем все тяготы с ними переживать. Назвались чеченцами и уехали в Казахстан, и некоторые там погибли. Некоторые вернулись, и они такие же, как и мы. И никогда к ним никаких претензий нет. Но вот этот человек, муфти, он не является, на мой взгляд, чеченцем, не знаю его
корни, но ненависть к чеченцам у него очень сильная. И я даже знаю, откуда у него эта ненависть. У него эта ненависть от того, что чеченцы его всегда высмеивали и презирали. Как любого из этих людей мы будем высмеивать и презирать. Потому что это мерзавцы и подонки. Давайте вот послушаем, что говорит этот мерзавец и подонок муфти Султан Мирзоев, бывший муфти Чечни Султан Мирзоев. Сейчас я вам буду это переводить. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Varşdoğu ile Hamsır Veceri. Della nochtje بوصل اللي ساعات نوchtje سبوتي خيس وانتغن قط شكن чателна. Тут он сперва здоровается, и потом говорит, что теперь он понял, что чеченцы не имеют ни одной там волосинки мусульманства, да, что они не мусульмане. В Бога они не верят, в этом я не сомневаюсь. В чем позор? Вот он был в Дагестане и видел вот эту картину. Вот чеченцы, наверное, все видели вот это видео, уже оно везде распространяется, и даже вот этого Мирзоева заставили уже объясниться, что он имел в виду и почему он чеченцев так оскорблял. В этом видео вот этот Мирзоев выносит такфир, то есть анафеме предает весь чеченский народ, то есть отказывает ему в вере в ислам, в вере в Господа Бога единого. И называет, что мы, чеченцы, не мусульмане, вот он говорит. Это называется в исламе такфир, да, отлучить его, вывести его из религии. Вот этот человек на всех чеченцев говорит. Это причем муфти, да, который религиозный деятель и очень хорошо понимает, что он говорит. Он выносит такфир целому народу и говорит, что чеченцы не мужчины, они боятся смерти. Вот из-за той паники они здесь скупали. Мне было стыдно перед дагестанцами, он говорит. Потом он рассказывает, что вот мы, конечно, воины, мы всегда были такие крутые, сякие, ну и себя причисляя к нам. Так вот, я хочу сказать этому Мирзоеву, что никакой ты не чеченец, Мирзоев, ты самый настоящий мерзавец, ты подонок. Я не хочу тебя отсылать ни к какому другому народу, но я тебя просто вычеркиваю из чеченцев. И хотелось бы напомнить, как произошла вот эта ситуация, вот с этим Мирзоевым была. 2000, наверное, это был 10-й год или 9-й, я могу ошибаться, может 12-й. В Москве был в мечети проповедник один, Александр Тихомиров его звали. Его, как он принял ислам, он сам был с Бурятии, он когда принял ислам, он взял себе имя Саид Бурятский. Саидом он себя назвал. И вот этот Саид поехал воевать в Чечню, ну, потому что он говорил правильные вещи. И этот человек искренне верил, что Россия зло, и что на Чечне над мусульманами творится зло. И этот человек был искренен в своих словах, потому что он на явную смерть, абсолютно стопроцентную вероятность погибнуть, он вышел на этот путь и поехал в Чечню. В Чечне, в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии он находился и в конце концов был окружен, и он погиб там. До того, как он погиб, или после того, как он погиб, я не помню. Люди, конечно, чеченцы были и сейчас находятся в тяжелом положении. И вот этот муфти выступает в главной мечети, сердце Чечни, так называемое, в этой мечети выступал и сказал: вот смотрите, какой-то Саид Бурятский, Александр Тихомиров, приехал к нам. Нам здесь, короче, джихад рассказывает, там то, все. Он тут говорит, там, бороться там, против русских. Почему он у себя там в Бурятии не борется? Зачем он сюда приехал? Вы со мной разве не согласны, он говорит. И он говорит, вот этот муфти Мирзаев говорит: кто не согласен, встаньте. Оно у меня где-то в архивах это видео имеется. И в интернете, наверное, его можно найти, это видео. И встает один молодой человек. И говорит: да, я с тобой не согласен. На него сразу налетают люди.
когда вот эти русских собаки, похищают его, и после этого на второй день или на третий день находят этого парня с переломанными ногами в обратную сторону, также с руками переломанными, мертвое бездыханное тело, запихнутое в машину, где бочка как бы бомбы, которые показывают на российском канале, потом на местном вот этом ЧГТРК Грозный или ЧГТРК Россия, как они там называются, на одном из каналов своих показывают, что вот была попытка покушения на Адама Демельханова, и вот тут они предотвратили, или на Кадырова они предотвратили, и вот снайпер там снял его и так далее. И одновременно показывают тело, у которого лежит открытая дверь машины, лежит тело, у которого ноги в обратную сторону. От снайперского выстрела ноги назад повернуться не могут. Видно, человека просто поломали полностью и убили. И вот этот человек, муфти, бывший муфти Чечни Султан Мирзаев, спровоцировал этого человека. А в исламе считается, да и не только в исламе, у любых нормальных людей это должно считаться, подать голос против справедливости, это считается высшей степенью джихада, высшей степени сопротивления, борьбы. И когда была очень сильная несправедливость, вот этот молодой человек сказал свое слово и за это поплатился своей жизнью. Да лазот обал дольцен, да мула иде алхру. Да смилуется над ним Всевышний. И вот сейчас вот этот мерзавец говорит, что среди чеченцев нет мусульман, нет боящихся Бога там, и так далее, что вот такие слова говорит. Так вот, я бы хотел бы передать, пользуясь случаем, что у меня есть такой канал, имеет такую возможность, вот этому Султану Мирзаеву, что он подлец, он враг чеченского народа. Никакого отношения, даже если папа и мама твои чеченцы, ты к чеченскому народу не имеешь и иметь не можешь. Да, ты сказал слова, оскорбив целый народ и там, вывев его из ислама. Это всего лишь слова, за это ты можешь только там разозлить людей, но уголовно я не вижу тебя привлекать за это. Да? Это твое субъективное мнение. Но за тот случай, когда ты спровоцировал, и я уверен, ты сделал это не один раз, и много у тебя есть заслуг по убийству чеченского народа, то тебе, да, мула, придется отвечать за это в рамках международного права, международного законодательства. И если так получится, да мула, я приложу все усилия, чтобы ты оказался в списке тех, я думаю, это не так сложно будет мне это сделать, чтобы ты оказался в списке тех, кто будет вместе с Путиным отвечать за геноцид чеченского народа. Да мула. Так, давайте я чуть-чуть поотвечаю тогда на ваши вопросы, и можно будет перейти еще к другим темам, которые я вам тоже хочу показать и рассказать. И, конечно, мы будем говорить и о падении нефти, и о коронавирусе, и так далее, и так далее. Эдмамедов, это шакал в овечьей шкуре. Да, совершенно верно это. Приветствую тебя. Так, Аслан Лорс, Аслан, при падении цен на нефть Россия чем, с кем и как будет спасаться от нищеты до развала страны? Нам не грозит война? Война, я не думаю, что грозит. Я не знаю, что там выкинет Путин, но я ничего не могу по этому поводу сказать. Что будет? Будет нищета. И вот если вы слышали интервью с Полом Гоболом, последнее, которое было у меня на канале, он там говорит, что России придется помогать, потому что Россия будет нуждаться в помощи, и что санкции работают. И в этом нет ни малейшего сомнения. Вы теперь видите, Китай полностью прекратил покупку нефти, газа, несмотря ни на что. Цены на нефть упали, коронавирус, и вот это все вместе, и я думаю, это даст очень сильный эффект, и не пройдет года одного-двух, что в России будут беспорядки, в России будет повышение преступности и голод. А голод, как говорится, не тетка.
Так, давайте дальше. Адам Грузинский. Султан Мирзаев в 2000 году был комендантом в Гудермесе и зачищал подпольщиков Чирииси Мадаевыми. Вот еще будут новые эпизоды в уголовном деле у таких преступников. Беслан Актимиров, Анзорина, так, это не мне. Лунный свет. Как найти? Патриотов сейчас всячески зажимают, но все равно это русским уже не 14 год. Мы готовы стать на защиту страны, и бойня будет жестокая. Русские, если и пройдут, то только через наши трупы. Лунный свет. Я думаю, вот в связи с событиями они уже не могут. Все очень... Да, кстати, надо напомнить очень важную деталь. Несколько дней назад в аэропорт Гамбурга прилетело несколько тысяч американских солдат. И их дальше куда-то перебрасывают. Огромное количество техники, танков по железным путям доставляется. Но все как бы очень-очень серьезно здесь. Да? Никто с русскими больше шутить не будет. Вот поймите один момент. Кадыров говорит какому-то английскому, по-моему, или канадскому журналисту, только пускай попробует на нас напасть, и мы Америку раком поставим, его слова. И я 1000000% знаю, уверен просто в этом, что без разрешения Путина он это не сказал. Это было просто чисто запугивание. Запугивание Америки, попытка запугивания Америки. Так вот, до этого Киселев рассказывает, что Америку превратит в радиоактивный пепел. Путин выступает на какой-то пресс-конференции, там, у себя ежегодной конференции, и рассказывает, как ракеты суперспособные лететь какой-то там бестраекторным полетом с 9 махами скоростью, попадают в место, где находится дом Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки. И кто-то думает, что Соединенные Штаты Америки испугаются и оставят вот такие вещи, нападки без внимания. Они глубоко ошибаются, они жестоко ошибаются. Ничего у Путина не выйдет. И если кто-то думает, что вон Северную Корею никто не трогает и Россию никто не тронет, здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы. Северная Корея, она никому не интересна. Даже интересна она вот в таком состоянии. Если хотят люди так жить, ходить так строем, в одних там штанах и в одной робе, полный вперед. Но она как таковая интереса не представляет. И угрозы как таковой тоже. Наоборот, интерес показать, смотрите, как живут коммунисты. Вот смотрите, вот это они настоящий коммунизм построили. Это концлагерь. А с Россией так не будет. В России будут применяться методы, которые Россия поймет после того, когда она перестанет существовать как государственное образование, как федерация, как империя. Опять же, лживая Российская Федерация, на самом деле империя. Так, Айронмен, салам алейкум, Аслан. Ва алейкум салам, Айронмен. Так, иншаллах ответят за все, говорит Марк Беркович. Да, мула. Так, Чечня не Россия. И после его слов Америка до сих пор дрожит от страха и просит помощи у мира. Да, не говори. Кстати говоря, то видео, которое я показал с Мирзоевым, было взято с канала Чечня не Россия. Это канал нашего проверенного, стопроцентного нашего друга. Можете смело подписываться на этот канал. Чечня не Россия. Вот здесь есть его ник. Чечня не Россия. Если ты под этим видео потом запостишь ссылку на свой канал, я ее закреплю, и она будет на самом верху. Так, пойдемте дальше. Наполеон Бонапарт. Аслан, прочитай мой предыдущий комментарий. Ну, нельзя его сразу написать. Аслан, я подписан на видео, под видео Андрея Полтава, чтобы он провел с вами стрим. Не знаю, утонет ли комментарий в море других. Отлично.
Так, Елена Орлова. Скоро всей кодли подонков плешивого хана. Будем надеяться. Ждем с нетерпением, Елена. Не ждем, а готовимся, как говорил один известный персонаж. Так, Мила Йович, это муфти Мразотина смеется над простыми людьми, которые инстинкт самосохранения. Да, Мила Йович, а и мы не верим просто. Если вот всеми любимый Рамзан Кадыров говорит, что никакого паники, никакого вируса нет, то значит вирус есть. Мы уже прошли это все, мы это все знаем. Так, Ясер Чеченец. И ослане центра ега хейн флагу. Чей флаг? Ну, как ты не знаешь, флаг НАТО это союз, военный альянс, военный союз государств. Это не флаг государства, а флаг союза, военного союза. Нет, многих государств. Так, Адам Грузинский. Да. Так, Марк Бергович, академик. Окончательно, да. Так, Наполеон Бонапарт, можно его написать, но вы его пропускаете каждый раз. Ну вот, не пропустил. Хамзат Гилаев, НАТО его. Анатолий Каптенар. Здравствуйте, Асан. Что вы скажете про стычку между Турцией и Россией? Здравствуйте, Анатолий. Я об этом отдельно обсуждал, очень много мы обсуждали. Это была не стычка, а просто порка России Турции. И я считаю, что если бы не сделала Турция это, то Идлибе было бы жертв намного больше. И благодаря действиям турецкой армии этого удалось избежать. Я думаю, что дальше будет только больше. России показали место, и они больше не будут никуда лезть. Ну, может, попробуют, но я думаю, их на место поставят. Так. Беслан Актимиров. Аслан, где можно посмотреть видео Мирзоева? Дай ссылку. Сейчас я дам тебе ссылку. Так, где этот Мирзоев? Вот видео «Чечня не Россия» канала. И именно вот это видео, где Мирзоев рассказывает вот эти сказки, вот эти свои оскорбления в адрес чеченского народа. Хасан Хасанов. Аслан Кадыров сказал, что в Чечне зарплату платить не нужно. У всех все есть, сказал. Он и 3 месяца может не платить. Да, он может не платить. У него там все хорошо. Как говорится, сытый голодного не имет. Конечно, он уже оторвался от действительности. И он думает, что у всех все хорошо и у всех все есть. Так, Тор. Привет, Аслан. Стрим с Гончаренко мог быть очень интересным. Я так понимаю, что русский народ просыпается, тем более теперь, когда рубль обвалился. Да, было бы хорошо. Тор, напиши Гончаренко, если он согласится, я готов. Я открыт со всеми, чтобы продвигать наши взгляды и нашу позицию. Мы хотим донести правду, мы хотим прорвать информационную блокаду, которая сложилась там как против чеченцев, так и против грузин, украинцев, да и против всех, кого только Россия записывает себе враги. Так, Наполеон Бонапарт. Аслан, как думаете, Путин поднимет Россиюшку с колен, он же князь многоходовочники, как-никак? Я думаю, Путин поднял Россию с колен для того, чтобы она смогла спокойным строевым шагом дойти до могилы. Это он сделал. Теперь конец России, может быть, это год займет, может, это 2 займет, может быть, полгода займет, может, 3 года займет. Но что бы ни случилось, в ближайшее время, а для истории это миг, это секунда, мы увидим переформатирование России. Да, умла. Аслан, ссылки запрещены. Умзацалайс, но мне это можно. Так, Беслан. Так, Анзори, но это не мне. Так. Дометиев. Вас можно найти в Фейсбуке? Да, Аслан Арцуев на конце. Да, Арцуев, это W на конце.
Есть и В, но это мой запасной аккаунт, я им не пользуюсь. В основном, когда банят, на конце Аслан Арцуев под видео, под ссылками, то есть вы можете найти в описании ссылку на мой Facebook. Так. Кстати, я хотел бы сообщить всем своим друзьям. Я сменил номер WhatsApp. Нужно было сменить, потому что там по техническим причинам ничего. Очень мне жаль. Я поставил галочку, чтобы все, кто знает мой телефон, кто у меня в записной книжке в телефоне, в WhatsApp, чтобы получили уведомления. Но многие не получили уведомления. Поэтому не волнуйтесь, я ни от кого не прячусь, как вы видите, я всегда тут на связи. И все, кто имел мой номер, я потихоньку буду писать, но вы тоже постарайтесь, у нас, в принципе, у всех есть общие знакомые, найти мой номер WhatsApp, чтобы написать мне, и я буду с вами снова на связи. Так. Да, вот, спасибо, УНСОЦЛС, Facebook, Аслан Арцуев, правильно. Тор, почему ты этого French English не забанил, Аслан? Он явный ЦРУшник. French English не явный ЦРУшник. Это очень квалифицированный большой сотрудник. И это наш пацан. Так, как найти? Аслан, а мне не пришло уведомление о смене номера твоего WhatsApp? Не пришло? Ну вот, значит, ты один из тех, кому не пришло. Я тебе постараюсь не забыть написать. У меня просто огромное количество. Я понял, что не пришло, когда я утром проснулся, и у меня было немного сообщений. Я тогда понял, оказывается, бывает и такое. Потом я дотюкал, что это связано с тем, что я сменил номер, и не все получили это уведомление. Ну ничего, потихоньку восстановим наши связи. Я здесь, я до конца с вами. Да, мула. Конечно, с этим коронавирусом я не знаю, что дальше произойдет. Здесь могу слечь, потому что грозят, что мы уж все заболеют. Поэтому посмотрим. Так, давайте тогда перейдем к следующему видео. Следующее видео у меня тоже взято с канала «Чечня не Россия». «Путин мой кумир, и я его люблю». Рамзан Кадыров называется это видео. Хотел бы его тоже вам показать. Оно 2,5 минуты. Тоже хотел вам показать. Очень, кстати, хорошо сделано и к месту. И потом продолжим отвечать на ваши вопросы. Будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Тут Кадыров говорит, уже на чеченском, как вы понимаете, говорит, что никому статус беженца давать в Европе не нужно. Есть у всех земля, есть своя страна, есть, должны все вернуться и жить тут. И это был план на самом деле. Пока мы не вмешались и мы не начали активно говорить, что там нарушаются права, нас собирались из Европы отправить. И патриот, этот правая рука Кадырова, и Кадыров неоднократно говорили, что вас всех скоро погонят оттуда. Но, как видим, гонят совсем других. И слава Богу. Вы там попрошайничаете, говорит, там пособие получаете. Вам здесь дома тоже платят пособие. Это к тому, что вот он говорит, вот сейчас, когда Путин говорит, всех мочить в сортире будет, да, террористов. Террористов Путин называл всех чеченцев, а его генералы, его представители на Кавказе называли от 10 до 60 лет, всех чеченцев называли террористами. Их генеральный прокурор по
с подачи директора ФСБ Николая Патрушева объявляли родственников защитников своей страны соучастниками и привлекать их к уголовной ответственности. Всех, кто принимал участие, их родственники, кто там где-то как-то оказался рядом, страдали от того, несли ответственность за своего родственника, что никак ни в международной практике, ни в законодательстве Российской Федерации нет такой практики, чтобы родственники несли ответственность. Наоборот, есть специальные статьи, которые запрещают даже свидетельствовать против прямых родственников, самого себя и прямых родственников. Так вот, этот Кадыров нам сейчас рассказывает, как же вы уехали, здесь же все прекрасно. Если было прекрасно, люди бы не уехали. Давайте продолжим, послушаем его бредятину. Он говорит, они там говорят, мы беженцы. Вы не беженцы, говорит, вы не мужчины. Вы бросили свою родину и убежали туда, говорит, вы типа не мужчины. Но при всем при этом надо напомнить, что вот этот человек, его папа, были самыми высокопоставленными лицами, одни из самых высокопоставленных лицами. Он был муфтием, его папа, это религиозный главный человек в нашей стране был. И этот человек перешел на сторону русских. И с русскими вместе, даже больше, чем русские, пытаясь искоренить сопротивление, они убивали вчерашних своих братьев по оружию. Украинцам, кстати говоря, очень внимательно надо посмотреть на эти моменты, потому что вот такое тоже происходит. Теперь он говорит, у вас нет ничего, никакой родины. Это тоже свойственно Кадырову. Кадыров часто любит говорить абсолютно противоречивые вещи. Сейчас только что вы слышали, он утверждал, что возвращайтесь домой, у вас есть родина. Теперь он говорит, у вас нет родины, у вас ничего нет. У вас не было никогда родины. Говорит. Вы даже не знаете, говорит, смысла этого слова родина. Убежали, говорит. И оскорбляют. Почему вы не умерли, говорит, воюя, не умерли, сражаясь, да? Именно это ему нужно было. Кадыров очень часто призывал здесь молодых людей в Европе, чтобы приезжали домой, обвязывались взрывчатками и себя взрывали. Он это прямо так и рассказывал. Ну, обвяжитесь взрывчаткой, сделайте покушение на меня, там, возьмите автомат, приедьте, сражайтесь. Именно это им нужно. Они пуль. Они слов боятся больше, чем пуль. Мы должны всячески просто постараться сохраниться и сделать так, чтобы эти люди понесли ответственность за их тягчайшие преступления. Вот теперь послушаем, что говорит женщина-чеченка. Давайте теперь на русском языке, это будет удобно и вам, и мне. Наши дети и предатели, и враги, и бандиты. Я хочу спросить у Кадырова, почему Кадыров глава там сидит, а почему он не наказан? Кадыров. При Макарове он был его. При Макарове, при Дудаеве он был с правой стороны. Правая рука стояла, он как ученый, как мула, как священник. А почему он сейчас на русских работает? Хочу сказать, у меня к нему особая месть к этому Кадырову. У меня внуки растут. Моя месть, я возьму Кадырова. Вот так. Моих сыновей убили из-за того, что Кадыров объявил годовать и предал чеченский народ. Я хочу сказать, пусть он не думает, что он будет спокойно жить и сидеть там в кресле. Чеченский народ будет брать его. Вот так. Все матеря будут брать его. Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю. Я за него жизнь отдам. Путин мой кумир.
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю. Путин мой кумир. Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю. Я за него жизнь отдам. А вы? Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Вот приблизительно какие страсти накаляются. И все это было Кадыровым сказано после того, как мы провели конференцию. За последние годы это была самая массовая конференция, где Ахмед Закаев очень хорошо выступил, очень объединяющий, очень грамотно и квалифицированно заявил, выступил, при всем при том, что на него готовится постоянно покушение, ему опасно появляться вот в таких местах, а он все равно вышел и провел вот весь день, мы вместе провели там на этой конференции. И всем, кто там выступал, огромная, большая человеческая благодарность от меня лично. Я просто рад, что чеченское гражданское общество здесь, в Европе, оно есть, оно живо, оно просыпается. И просыпайтесь все, присоединяйтесь. Наша государственность должна быть нами. Мы должны понять одну очень такую простую вещь. Чеченцы, сейчас произойдут события, год, 2, 3, 5, неважно, 10 лет, неважно, эта несправедливость не может больше продолжаться, там, остаться навечно, да, если мы есть. Но когда это произойдет, готовы ли мы получить эту государственность? Я вот над этим сейчас уже задумывался и задумываюсь, не получится, готовы ли мы, да, чтобы с нами считались разные государства. Готовы ли мы свое государство оформить, готовы ли мы его представлять. Представлять-то нас будут определенные лица, определенные фамилии. Они есть, эти лица, да, кого мы выберем президентом, он станет нашим президентом, и он нас будет представлять. Но готовы ли мы поддерживать, да, государство, ведь это же когда ты определенным структурам власти отдаешь часть своих прав. За это они тебе обеспечивают какую-то там безопасность. Готовы ли мы, чеченцы? Готовы мы ли как гражданин, рядовой гражданин, да, и еду я по машине, на машине меня останавливают, и я подозреваюсь, или идет какая-нибудь операция там, поэтому, и мне говорят, вас надо обыскать. Готовы ли мы дать? Если с ордером, например, к нам в дом ночью нельзя, утром, днем придет сотрудник правоохранительного органа с орденом и будут проводить проверку, готовы ли мы, как положено. Не под страхом смерти, не под страхом то, что сейчас Кадыров делает, а от души чисто делать. Готовы ли мы к этому? Вот мы, каждый чеченец должен это понять. Нам нужно, государство, это ответственность. Сейчас же, когда над нами оккупационная власть, мы свои отношения регулируем, и мы, как получается, такие недоразвитый народ, когда над тобой стоит кто-то и тебе указывает, как себя вести. И он никогда не делает ради тебя, всегда делается для вот этого, кто над тобой стоит, для его народа, для его обогащения личного и его страны. Поэтому все недра выкачиваются и забираются все средства из нашей страны в Москву. А когда мы стоим уже, над нами никого нет, вот тогда мы должны стать ответственными, добросовестными. И каждый гражданин должен заботиться о своей стране. Пока вот такое мышление у нас не появится, с нами не захотят считаться, с нами не захотят нас уважать и вести. Потому что каждая страна, будь то Америка, Германия, это не значит, если мы стали независимыми, что все у нас начнется там рай. Нет, конкуренции наций никто не отменял. Каждая страна преследует свои какие-то интересы. И мы, как государство, должны преследовать свои интересы, закрепиться на этом. И я думаю, с помощью международных институтов, с помощью наших истинных, честных патриотов мы сможем. Я в это верю. И мы должны к этому стремиться. Да, мы к этому придем. Давайте посмотрим дальше.
Так, Reality French English появился. Ассаламу алейкум, машволь, ассаламу алейкум, салам. С меня уже и ЦРУшника сделали. ЦРУ меня хорошо учит охотиться над пехотинцами после краха Раши. Так, правильно. Владимир Рабинович, ущипните меня, мы наблюдаем начало конца Рашки. Дай Бог. Так. Наполеон Бонапарт. Есть много образованных чеченцев, которым просто не дают показать свой потенциал. Все из-за того, что стоит палач из Москвы или Хасюрт. Совершенно верно, Наполеон Бонапарт. Вот, наверное, один из них ты. Особенно с твоим ником. У тебя, наверное, планы наполеоновские. Как раз нам они нужны. Так. Как найти Аслам? Мы и так не спали. Просто дело в том, что для Запада не актуальна наша проблема. Поэтому наши пока в тишине. Но как только будет актуально, будет поддержка мощная Запада, тогда мы можем повторить. А в том-то и дело, что если мы ничего не делаем, то это и называется спали. Мы ничего не делали, не делаем. До сих пор мы очень мало делаем, да, скажем, прямо. И должен, я в этой среде пообщался, посмотрел, и я не вижу активности в Бадыдида. Мощная поддержка Запада у нас будет, конечно, когда, во-первых, когда Западу это самому нужно будет, а во-вторых, когда он увидит, что есть партнеры, с кем можно вести дела. А если не уважать Закаева, там, оскорблять, ругать, там, нам это не сделал, то не сделал, то и они не захотят ни с Закаевым, ни с кем-либо другим общаться. Закаев должен сказать: я гарантирую, что я смогу вот это сделать, я смогу контролировать, я смогу создать там органы власти, собрать людей, меня послушаются. Если он не может этого гарантировать, то зачем с ним разговаривать? А мы все вот так разобщены. И нету никого, кто мог бы это сделать, кто команда, которая сохранила и легитимно преемственность власти сохранила и является легитимной законной властью. А то, что кто-то хочет, будучи там неспособным на это вредит делу. Наоборот, надо дать самым, у нас есть самые, вот надо просто их слушаться. Так, Аслам, возможно ли в Европе построить чеченское село, чтобы можно было жить и работать? Я не знаю, Аслан Лорс задает этот вопрос. Я знаю, что в Чечне было у нас село Эстерхой, село от австрийцев, которые у нас там проживали. Они обчеченились, растворились, может быть, уехали их часть. Но такое село у нас существовало, я об этом слышал. Эстерхой называлось. По-австрийски Австрия это Österreich. Анзор Ино. Путин сам собрал вокруг себя одних шнырей. Абсолютно с тобой согласен, Рено. Потому что более лучших, крутых, чем он не может выбрать. Потому что это будет провал. Iron Man. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Да, мула. Так. Адам Грузинский. Аслан, тот текст послания Украины поставь под любое мое видео. И другому скопировать текст не удалось. Я бы сделал видео послание с указанием на тебя в реальности. Адам, я тебе уже запостил на твое предпоследнее видео. Я этот текст тебе закинул. Можешь посмотреть. Так, у нас остается немного времени, 15 минут практически. Я бы хотел обратиться к чеченцам, и не только к чеченцам, по поводу вот этого коронавируса. Здесь, знаете, первая, самая большая... Во-первых, нам сообщили неприятнейшую новость. Сказали, что практически все 100% жителей Германии заразятся коронавирусом. Поэтому у нас здесь, прогнозы не очень хорошие.
И коронавирус передается через деньги. Очень важный момент, когда мы получаем вот этот вирус через деньги. Будем очень надеяться, что нас пронесет, но если не пронесет, все в руках Всевышнего. Мы верим в то, что нам преднаписано, предначертано, и готовы, принимаем с покорностью любое испытание, которое нам Всевышний даст. Далмула. Цаши куя цутя. Стаграмой щека дать. Далмула. Но надо понимать, что нужно соблюдать гигиену, постоянно мыть руки, протирать телефоны, ручки спиртом, спиртосодержащими вот этими препаратами, и постараться вообще не уходить из дома. И не расплачиваться деньгами. Расплачиваться, вот, например, здесь в Германии начали сейчас магазинам брать карточками. Опять же, те продукты, которые приносят в магазин, да, когда же если они есть, то их мог человек, который уже заражен, принести. Поэтому мы не знаем, как что вам сказать хорошего, успокоить. Нас практически всех уже записали, что мы заразимся. Но при всем при этом мы должны соблюдать гигиену, готовиться, укреплять свой иммунитет. Черемша, это чеснок, это и другие вещи, которые укрепляют иммунитет, мы должны использовать в огромном количестве и пить побольше и больше жидкости. Вот что нам говорят тут. И всем вот я вам сообщаю, пожалуйста, постарайтесь не болеть. Есть некоторые люди, которые вообще могут даже эти симптомы переносить, не чувствуя. Вот такое имеет свойство этот коронавирус. В определенной степени он может даже протекать, и ты можешь не только легкое недомогание почувствовать. Некоторые могут из 1000 человек, там 5 человек могут погибнуть. Это в принципе процент небольшой, но при всем при этом это очень тяжело переносится, эта болезнь. Для многих людей она может стать такой, что попадет люди в больницу. А для больницы на такое количество людей не рассчитано. Это может стать коллапсом всей медицинской вот этой сферы. Ну, будем надеяться на хорошее. Так, пока у нас есть время, я бы еще, пока не отвечая на ваши вопросы, я бы хотел вам показать видео с канала Nizam Channel, Nizam канал. Это, я так понимаю, это канал Анзора Масхадова, сына президента Аслана Масхадова. Тут он рассказывает на чеченском, опять же, языке, это меньше около минуты, как погиб его брат нашего президента, который погиб на этом пути, о котором ни русские не сообщали, да, ни Аслан Масхадов об этом никогда не говорил, что вот он погиб брат, он продолжает дальше идти по этому пути. И как мы знаем, Аслан Масхадов также погиб в борьбе с русскими оккупантами. Так, давайте я вам сейчас включу. Это недолго, но очень нужно нам это знать, на мой взгляд. Вожим Хвалваша, то есть ваш Асланбек де Алхала. Вот он, Асланбек. То есть в одном бою, вот, то есть выходя из окружения, с плотного окружения, в упор с 10 метров Тхматригерш, Диаташа. Аслан Масхадов рассказывает, что выходя из окружения в близком контактном бою 10 метров друг против друга, они столкнулись с оккупантами, и брат его погиб. Аслан Масхадов был ранен. Полностью своей грудью прикрыл меня. Он своей грудью прикрыл президента Масхадова. И погиб. Стал шахидом. Вот. Даже и Асланбек, Пубек, де Алхилэль, Ханметти, Хахта Дицарис. Аслан Масхадов говорит, что русские не сообщили нигде, что они вот убили брата президента. Ни в одном месте. Понимаешь? Целятся. Они не хотят об этом говорить.
Так, вот тоже очень важно для истории момент, который, чтобы мы все знали, что Аслан Масхадов не только отдал свою жизнь, но и много членов его семьи, в том числе и родной брат погибло. Как у него, как у Дудаева много родственников погибло. И у всех наших первых лиц, которые выступали. Поэтому мы заплатили слишком много за эту нашу свободу, за эту нашу государственность. И лично я не собираюсь это так просто забывать, оставлять. Я знаю, что тысячи, десятки тысяч чеченцев тоже не хотят это дать. Мы разобщены по разным причинам, в том числе большое влияние на это оказывает пропаганда, которая против нас. Но несмотря на это, мы продолжаем нести свое знамя нашей Чеченской Республики Ичкерия и обязательно придем к победе. Да, Алмула. Давайте тогда оставшиеся 10 минут, да, получается, поотвечаю на ваши вопросы. И на это можно будет прекратить наш стрим. Так, леди 1974. Ешьте чеснок, лимон, имбирь, черемшу, если есть. Коронавирус сам умрет. А версию про деньги, как переносчик, теперь отвергают. Ну, не знаю, леди, не знаю. Деньги очень хороший способ переносить вот эту заразу. Так, лунный свет. Как найти? Мы с вами победим по-любому. Не знаю почему, но я уверен в этом. Да, будет нелегко, но мы добьемся. Чечения и Украина будут свободными. Иншаллах, лунный свет. Дай Бог, дай Бог. Добьемся без сомнения, конечно же. Другого выбора у нас нет. Так, Елена Орлова. Браво, я вообще обожаю чеснок в каждом блюде. Ежедневно. Главное, полезно и вкусно. Отлично. Так, леди, у Кадырова есть погибшие в этих войнах. Ведь Кадыров так призывал к шариату. Да, у Кадырова есть погибших. И именно Кадыров Ахмад призывал к джихаду, против священной войне, против русских кафиров, как он говорил. Но погибшие у них тоже имеются. Но там, как известно, брат Кадырова Рамзана погиб от передозировки, говорят одни. Другие говорят, что его Кадыров сам замочил, или русские замочили его. Кадыров Ахмад погиб, ну там еще кое-кто у них там погибал. Ну так они, конечно же, в основном других посылали на смерть, пытались сами не попадать под раздачу. Так, Шаран Азиев. Перекись водорода 3% на полстакана воды, 4-5 капель утром натощак, говорит. Вот совет вам, господа, давайте попробуем укрепить наш иммунитет. Адам Грузинский. Может, Российская Федерация по своей нефти распространяли вирус годами. А что, теория имеет место жить. Теория имеет место жить, но если бы он распространялся бы годами, то вспышка была бы уже раньше. А так он, видимо, появлялся и исчезал. И я не знаю, насколько это правда. Говорят, это боевой вирус, это искусственно созданный вирус. И он убивает только вот слабых, да, иммунно слабых. Это люди с ВИЧ, с вирусом иммунодефицита человека. Это взрослые, уже старые люди тоже. Ну, посмотрим, что это такое. Я исхожу из того, что сейчас я вижу. Все страны, европейские страны, которых у меня нет повода не доверять. У меня, да, я приехал и много прожил и нахожусь до сих пор в информационном поле, русскоязычном информационном поле, но при всем при этом у меня четкое, стойкое, как и у многих других, выработалось недоверие к тому, что говорит официальная власть. Так вот, сейчас я вижу, что здешние руководители, они не врали, я их не уличал во лжи. Поэтому у меня нет оснований им не верить. Я не знаю,
Почему они так говорят? Ну, они говорят очень серьезно. Значит, я должен к этому относиться очень серьезно. Без паники, спокойно. Ну, я должен понимать, раз мне говорят честные люди, что это очень серьезно, я именно так к этому и буду относиться. Так что я доверяю то, что говорят Меркель. Например, я верю Меркель. У меня нет оснований не верить этой прекрасной женщине, прекрасному канцлеру Германии. Так, господа, давайте тогда на этом мы закончим наш стрим. Или на прекрасном сообщении Елены. Давайте, Аслан, у вас все будет прекрасно, говорит, уверенно, говорит Елена Орлова. Спасибо, дай Бог, будет прекрасным. Все, и мы будем идти к своей цели. Леди 1974, ей тоже надо ответить. Хотела написать к джихаду, а их смерть не имеет отношения к джихаду. Есть ли вообще среди кадыровцев, вообще, которые вообще пошли воевать, мне очень интересно. Ну, я не слышал таких людей. Но одного Кадырова Рамзана хватает. Помните, когда он тогда приехал, их там 1500 было наших маджахедов. И вот пришел тут Кадыров Рамзан, и они все разбежались. Тогда один Кадыров, просто понимаете, если бы было два Кадырова у России, она бы уже Америку захватила. Это просто бесспорно. Макс Беркович, Аслан, прокомментирую, в Гаагском суде будет процесс из-за ракетного удара Русни 21.10.99 по городу Грозный, когда погибли более 780 человек на центральном рынке. Глава почтамта, роддоме и в мечети было, да. Да, это было, это все есть в материалах дела, я в этом уверен. Это известное военное преступление, которое осталось в материалах дела. Конечно, это тоже все будет учитываться. Так, Аслан, они до сих пор бегут, говорит. Так. До сих пор бегут. Все, понял. Все, на этом я сегодняшний свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Если какие-то изменения произойдут и мы тут заболеемся, то обязательно я вам об этом сообщу. Обычно следующий стрим у нас должен быть, как обычно, понедельник в 21:00 по Берлину. Ну, а так, всего вам самого хорошего. Дай Бог всем крепкого здоровья, сил, стойкости. И да поможет нам Всевышний. Всего хорошего. Ассаламу алейкум. Спокойной ночи.